Здравствуйте, ребята! Я рада вас приветствовать на уроке русского языка в 1 классе. Начинается урок. Наши ушки на макушке, глазки широко открыты. Слушаем, запоминаем, ни минуты не теряем. Этот урок начинается со старинной детской загадки. Отгадайте ее. А и Б сидели на трубе. А упала, Б пропала. Что осталось на трубе? Правильно, буква И. И тема нашего сегодняшнего урока – звук И, буква И. Сегодня на уроке мы узнаем о букве И и звуке И. Научимся узнавать в словах звук И, а также будем учиться писать букву И. Произнесите звук И. И. Вы услышите, что этот звук легко произносится, тянется, его можно пропеть. При его произношении нет посторонних шумов. Значит, этот звук гласный. В его образовании участвует только голос. Вспомните, как волк из мультфильма «Ну, погоди!» кричал зайцу. «Ну, погоди!» Громче всего и лучше всего волк произносил звук И. Звук, который выделяется в слове голосом, называется ударным. Ударный звук легко определить, если слово выкрикнуть или позвать, как это сделал волк. Ребята, вспомните, каких сказочных героев на букву И вы можете назвать. Вот печальный ослик Иа-Иа, а это богатырь Илья Муромец, Иван-царевич и серый волк, братец Иванушка и сестрица Аленушка. Нетрудно заметить, что И любит соединять слова. Мы тоже потренируемся соединять слова, но будем еще и называть их одним общим словом. Например, июль и июнь – месяцы, иволга и ибис – это птицы, иней и изморозь – это явление природы, Индия и Испания – страны, Ильяс и Индира – это имена. А теперь, ребята, отгадайте загадку. Те конфеты я жую, никогда не устаю. К очень вкусным, очень липким мы уже давно привыкли. Догадались, о каких конфетах идет речь? Правильно, это ириски. Слово ириски начинается со звука И заканчивается звуком И. И в середине слова тоже есть звук И. А мы уже знаем, что все звуки обозначаются буквами и пишутся в квадратных скобках. Вот и звук И на письме обозначается большой буквой И и маленькой буквой И. Звук И мы произносим
и слышим, а букву «и» мы видим и пишем. Буква «и» может быть большой, ее называют заглавной, и маленькой, ее называют строчной. А теперь давайте посмотрим, как пишутся эти буквы. Большая буква всегда больше, чем маленькая, а маленькая буква всегда меньше, чем большая. Молоток я раздобыл, из дощечек букву сбил. Сколько здесь дощечек? 3. А какая буква? И. Большая и маленькая печатные буквы внешне отличаются только размером. Печатную букву «и» легко писать по клеточкам. Ее можно сконструировать с помощью палочек или карандашей. И калитка, 3 доски. Вот на что похоже «и». Между двух прямых досок одна легла наискосок. Ребята, а на что еще похожа буква «и»? «И» похожа на гармошку, на испуганную кошку. И между двух прямых дорог одна легла наискосок. Посмотрите внимательно на буквы и найдите букву «и» среди других букв. Да, вот она, буква «и». Молодцы, ребята! Давайте узнаем, когда же пишутся эти буквы. С большой буквы пишутся имена, отчества и фамилии людей. Например, Иванова Ира. С большой буквы пишутся клички животных. Например, Ослик И.А. Еще с большой буквы пишутся названия городов, рек, озер и деревень. А с маленькой буквы пишутся многие другие слова. Например, ириски, игрушки. А еще с большой буквы пишутся слова в начале предложения. Например, избушка на курьих ножках – это дом бабы-яги. Ну а теперь пришло время немножко отдохнуть. Теперь мы поиграем в очень интересную игру. Ребята, вам надо назвать слова, в которых есть звук «и». И если вы правильно назовете слово, то загорится красная кнопка. Машинка. Не слышим звука «и». Кубики. Слышим 2 звука «и» в середине и в конце слова. Нитки. Слышим 2 звука «и» в середине и в конце слова. Иголка. Слышим звук «и» в начале слова. Сделаем вывод. Звук «и» может быть в начале слова, в середине и в конце. Ну вот мы и познакомились со звуком «и», который на письме обозначается большой буквой «и» и маленькой
буквой «и». Рассмотрите письменные буквы «и». Они отличаются от печатных. Будем учиться писать заглавную букву «и». В ней два элемента. Начинается заглавная буква «и» так же, как заглавная буква «у», но первый элемент тянется вниз до самой нижней линейки рабочей строки. Слева направо прописываем закругление, опускаем вниз прямую линию, не дойдя до нижней линии рабочей строки, делаем закругление вправо, коснувшись ее. Ведем плавную линию вверх, отклоняясь вправо. Доводим до уровня высоты первого элемента и опускаем вниз прямую наклонную линию, которая, не дойдя до нижней линии рабочей строки, закругляется вправо, коснувшись самой нижней линии. Попробуйте написать такую букву в воздухе. Рассмотрим написание маленькой буквы «и». Она тоже состоит из двух элементов. Двух коротких палочек с закруглением внизу, которые соединены. Начинаем писать букву от верхней линии рабочей строки. Сверху вниз опускаем прямую линию. Не доходя до нижней линии рабочей строки, делаем закругление вправо, коснувшись ее. Линию ведем до верхней линейки рабочей строки, отклоняясь вправо. Касаемся верхней линии рабочей строки и, не отрывая руки, сразу ведем прямую наклонную линию, которую закругляем вправо, коснувшись линейки рабочей строки. Попробуйте написать такую букву в воздухе. Попробуйте написать букву «и» в тетради самостоятельно. Помните о правильном наклонном положении тетради. Держите правильно ручку 3 пальчиками. Во время письма не наклоняйтесь очень низко над тетрадью. Сегодня на уроке вы познакомились с гласной буквой «и», которая обозначает на письме гласный звук «и». На этом, ребята, наш урок закончен. Желаю вам здоровья и удачи. До свидания. До новых встреч.